Становление ингушской государственности у нас в первую очередь ассоциируется с его именем. Идрис Зязиков родился 31 января 1896 году в селении Барсуки. Он внес весомую и определенную лепту в историю ингушского народа в первые десятилетия 20 века. В свои неполные 30 лет он был руководителем Ингушского областного комитета партии, секретарем Владикавказского бюро Юго-Восточного крайкома партии, органа, осуществляющего координацию деятельности партийных организаций Ингушского округа. Будучи студентом Московского сельскохозяйственного института, он завязывает связи с революционно настроенной частью студенчества. Ставя перед собой задачу принести, возможно, большую пользу своему народу, Идрис Зязиков заведует опытным полем Терского союза, учреждений мелкого кредита в Назрани. Его считали одним из сильных специалистов по проблемам межнациональных отношений Северо-Кавказского края. Идрис Зязиков в тот период, когда формировался он как личность, то есть когда он был школьником, вот в этот период, он был свидетелем того, как Ингушетия боролась за создание своего административно-территориального управления. Талант Идриса Зязикова, как истинного революционера, подлинного интернационалиста, человека и гражданина, особенно ярко проявились в годы, когда он возглавил партийную организацию всей Ингушетии. Идрис Зязиков являлся личностью, сочетавшей в себя мудрость политика, талант организатора и в то же время человеческую простоту. Мадина Хадзиева, Хава Абадиева, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.